Управление антимонопольной службы по Ингушетии подводит итоги работы ведомства. Поскольку главным направлением деятельности управления это сфера госзаказов, большинство нарушений именно в этом направлении. Так, за этот период поступило около 60 жалоб, после рассмотрения которых выписаны серьезные штрафы. Самый крупный штраф наложен на республиканскую энергосетевую компанию. Филиалу МРСК Северного Кавказа «Ингушэнерго» придется заплатить около 26 миллионов рублей. Причиной такого серьезного наказания стало отключение от сети крупного электропотребителя. Суд признал действия сетевой компании незаконными. Антимонопольный орган принял решение, что имеется нарушение в отношении по МРСК Северного Кавказа в части того, что они нарушили 442 постановление, в котором установлен порядок проведения проверки, также нарушили порядок уведомления, и данное заключение также мы подвергли сомнению, так как там эксперт указывал 2031 год, что были начисления, и вынесли решение, что со стороны МСК это является злоупотреблением дальнейшим положением, и вынесли штраф 26 миллионов. Изначально все было как раз наоборот. МРСК подала в суд на строительную компанию. Они обвиняли последних в незаконном потреблении электроэнергии и выписали штраф в размере 24 миллионов рублей. После чего представители стройфирмы обратились в УФАС Ингушетии с просьбой разобраться. И делу дали ход. Дело было очень сложное, потому что все дела по злоупотреблению дальнейшим положением – это в отношении монополиста, и вы понимаете, что какие полномочия и какие возможности у монополистов. Суд по этому делу длился около полугода. Было несколько апелляций со стороны сетевой компании, но в итоге она дело проиграла. Решение суда уже вступило в законную силу. В двух инстанциях, судебных инстанциях, первой инстанции и апелляционной инстанции, наше решение признано законным, и штраф, я думаю, состоится. Далее участники совещания переходят к нарушениям, допущенным при размещении и розыгрыше госзаказов. Главная цель – донести до органов государственной власти республики, какие нарушения допускаются коллегами и какие дела возбуждаются в связи с этим. В основном это незаконное отклонение заявок, включение в документацию недопустимых условий участия в торгах, сокращение сроков подачи заявок и саму процедуру проведения тендера. Доводим практику применения законодательств, которые в компетенции ФАС России, до органов власти, органов местного управления в целях сокращения нарушений, которые допускаются. И думаю, для органов власти, органов местного управления такие мероприятия очень полезны и в целях недопущения повторных нарушений, которые мы озвучиваем на данном мероприятии. Еще одно важное направление в работе УФАС – контроль соблюдения закона о рекламе. Много шума в этом году было из-за дела с рекламой лирики в сети Instagram. Сейчас сотрудники управления пытаются установить личности тех, кто распространяют эту рекламу, и блокировать номера. А уже после материалы будут переданы в суд. Муслим Ганиев, Магомед Белакиев, Новости 24.